так, по-своему от себя. Мне горько, даже если эти выборы, там, даже если там 10% нарисовал себе Пашинян, мне горько, что такое количество людей, принадлежащих близко культурно Мгм. к нам, к русским, к москвичам, сделали такой очевидный, простите, клоунский выбор. Вот здесь дело не в политической позиции Пашиняна, а дело в том, что это безответственный человек, с которым недоговороспособный, с которым невозможно договариваться. Знаете, в бизнесе есть самое страшное определение, когда человека называют недоговороспособным, то есть неспособным выдерживать Мгм. договоренности достигнутые. Мгм. Это вести с таким дела, это как сидеть на бочке с порохом и курить. Поэтому их стараются просто игнорировать. Вот это вот Хорошо, мне понятно. досадно. Дмитрий, А вы... если бы хотя бы был злодей какого-нибудь вселенского размаха, ну да, вот покорил, очаровал собою Мгм. артистизмом, харизмой и так далее. Но я бы еще мог понять. А вот так-то, ну, Это ведь всем понятно понятно. Это все. ваше личное мнение, или вы судите по информацию российских СМИ? Ну, я российский журналист, поэтому, естественно, я Мгм. отчасти, и мое мнение, это и есть мнение российских СМИ. В Мгм. общем, не самый, наверное, последний. Да, в общем, так думают, не все это говорят, но большинство именно так думает, потому что это чувство горечи. Еще Мгм. раз, это не злорадство, не обида, это просто чувство вот такой какой-то неприятной горечи и неприятной потери. Хорошо, перейдем Армену Ну, Манвельяну, Дмитрий. Послушаем, что скажет Армен. Я хочу просто добавить. Наблюдатели СНГ считают выборы легитимными, а российская сторона иногда говорит, надо не признавать результат выборов в Армении. Да? Смотрите, выборы в своем роде в Армении были беспрецедентными в плане фальсификации. Таких, и я помню, последний раз было, если не ошибаюсь, в 96 году, когда абсолютно было фальсифицированы выборы. То же самое сейчас. То есть там даже речь не идет о 10%. В то же время параллельно мы видели абсолютный террор в отношении оппозиции, когда только 700 человек были арестованы из активистов оппозиционных партий. 75 человек были Из-за арестованы. взятки. Ну, по разным там обвинениям были, я лично не верю ни одно. Только 75 человек были арестованы в день То, выборов. что опубликовано в это время, что они арестованы из-за взяток. Много чего было арестовано. Арестованы лидеры, скажем, вторые номера и процветающей Армении был арестован, Армен Ашотян был арестован, Алик Алексанян с сильной Армении, с партии, то есть лидеры. Потом были арестованы в день выборов, были окружены многие штабы, что не дало им возможность работать. То есть такого беспрецедентного террора в отношении оппозиции, аресты, и они продолжаются сегодня. Сегодня утром ворвались в дом Алекназа Манукяна, который является тоже третьим в списке процветающей Армении. Сегодня был арестован мой друг Ален Гевондиан, потом Это, политолог и так далее. То есть все это продолжается. И, это беспочвенные аресты. да, Просто. абсолютно. Да. Беспочвенные аресты. Ну, смотрите, придумать почву под каждый арест, когда политолога арестуют, Хачи Галасян, доктор наук, профессор Ереванского государственного арестован. Вчера был, есть у нас кафедра международной литературы, который был разворсирован, потому что его руководитель Ануш Сетракян тоже был среди оппозиционных лидеров. То есть они даже идут на такие шаги, чтобы вы поняли ситуацию в Армении. Ну да.